Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала Music Travel. Мы продолжаем наше путешествие по Апсны, и в этот раз мы отправились изучать Восточную Абхазию. Забегая немного вперед, скажу, что вы увидите в этом выпуске заброшенный шахтерский поселок Акармару, водопады, но приятным бонусом от нашего водителя будет посещение дворца князя Смецкого. Но давайте обо всем по порядку. Начинаем мы наше путешествие с дворца князя Смецкого. Почти все влюбленные строят воздушные замки, но лишь немногие способны построить настоящий реальный замок. Смецкий был одним из тех, кто брал и строил, а не просто мечтал. Его жена была больна туберкулезом, в то время чехотка считалась неизлечимой, но ее муж не хотел покоряться судьбе. И услышав от одного из врачей странный совет: хотите, чтобы ваша жена выздоровела, сделайте так, чтобы больная каждую ночь спала на новом месте, где воздух чист от микробов. Он выполнил его с истинно княжеским размахом, построив огромный дворец. Жена выздоровела и дожила до 90 лет, пережив своего мужа на 9 лет. Умерла она в 1940 году. После установления в Абхазии советской власти Смецкий добровольно передает свое имущество государству, да и сам остается жить здесь же, в одной из комнат. А построенный им дворец, теперь он, кстати, назывался санаторий имени Ленина, продолжал принимать больных все годы советской власти и после его смерти. Ну а мы продолжаем наше путешествие и держим путь в Акармару. Акармара – это заброшенный шахтерский поселок, затерявшийся посреди высоких гор, глубоких ущелий и густых лесов Восточной Абхазии. Покинутое людьми место привлекает военной экзотикой и заинтересует тех, кому по душе не туристические маршруты и нетипичные путешествия. Поселок был основан в 1938 году, в эпоху активного развития промышленности в СССР. Мини-городок построили для инженерного персонала и горняков, которых привлекли в Ткуарчальский район для разработки каменноугольных месторождений. Архитектура домов Акармара удивляла и восхищала. Нетипичная имперская красота зданий дополнялась строгой выверенностью форм и помпезностью, характерной для Западной Европы, но никак не для Абхазии. К моменту расцвета шахтерского поселка в конце 80-х годов численность местных жителей превышала отметку 5000 человек. Но пришла война и поставила крест на дальнейшем развитии поселка и промышленности в Абхазии. Спасаясь от войны, из Акармара ушли местные жители. Большинство из них так и не вернулось в родной поселок. Многие оставшиеся здесь погибли от обстрелов, голода и болезней. А проложенную в поселок железнодорожную ветку с единственным в СССР изгибающимся железнодорожным мостом разобрали. Рельсы сняли, а сам мост пришел в аварийное состояние. После окончания боевых действий Акармара постепенно стала превращаться в город-призрак. Во дворах ржавеют остовы заброшенных автомобилей. Двери, подъезды заколочены, а некогда роскошные дома увиты субтропической растительностью. Надеемся, когда-нибудь здесь снова будет кипеть жизнь, а счастливые жители будут гулять по красивым улицам и радоваться жизни. Ну а мы двигаемся дальше к самой приятной части нашего путешествия – водопадам Святой, Великан и Ирина, Святая Троица. Начнем мы с водопада Святой. Он был известен еще с советских времен, однако свое название получил сравнительно недавно, после того, как служители церкви осветили водопад. Высота Святого достигает 38 метров, а в 2020 году жители Акармары наблюдали за действительно редким природным явлением. Водопад замерз.
Жаль, не нашлось видео этого редкого и наверняка красивого явления. Рядом с водопадом находится ресторан. Там вы можете перекусить и, если приехали на легковой машине, нанять УАЗик для подъема к следующим двум водопадам Великан и Ирина. Стоимость 3000 рублей за машину туда и обратно. И мы с удовольствием воспользовались данной услугой, так как пешком туда подниматься совсем не хотелось. Поднимались весело и с отборными шутками. Есть что вспомнить. Но спустя 20 минут мы уже наслаждались прекрасными видами самого большого водопада в Абхазии с весьма подходящим для него названием «Великан». Называется так он не зря. Его высота достигает 100 метров, а это практически 3 девятиэтажных дома, поставленных друг на друга. Изюминкой данного водопада является природная полка между отвесной стеной и водопадом, с которой вы можете наблюдать за бушующим потоком воды изнутри. Это действительно завораживающее зрелище. Дальше мы прошли к водопаду Ирина, который находится недалеко от Великана. Его, как и собратьев, породили громадные наледи, угнездившиеся на Кадорском хребте. Высота этого водопада намного ниже грозного соседа, всего лишь 40 метров, но это никак не отражается на том, насколько он прекрасно выглядит. Назвали его в честь матери известного альпиниста, открывшего удобную тропу к водопаду, Орлана Какубава. Благодаря именно этому человеку путешественники относительно недавно, в 2017 году, получили доступ к чудной природной достопримечательности. На этом наше увлекательное путешествие по Восточной Абхазии подошло к концу. И, насладившись прекрасными видами водопадов, мы также весело спустились вниз с отборными шутками к нашей машине и поехали обратно в Сухум. Друзья, если вам понравилось наше видео, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео из наших путешествий по стране души. До новых встреч, друзья. Пока.